Дорогие друзья, единый день голосования – это выборы губернаторов, депутатов, глав городов и районов. У России большой опыт. Она знала руководителей выдающихся и, к сожалению, никуда не годных. Мы помним лихие 90-е. Одни тогда изо всех сил сберегали страну от ельцинского погрома, другие грабили народное добро и устроили воровскую приватизацию. Чиновник чиновнику и депутат депутату рознь. Качество управления важно сегодня как никогда. Патриотизм, честность, улучшение жизни людей – условия победы России. Карьеризм и коррупция, бюрократизм и бездушие – путь к провалу, к поражению. КПРФ всегда выдвигала лучших, способных, опытных, достойных, тех, кто желает преобразить свои города и села. Их честный труд гарантировал результат. Анатолию Локотью в Новосибирске, Сергею Левченко при Ангарье, Андрею Клычкову на Орловщине, Валентину Коновалову в Хакасии, Алексею Русских в Ульяновской области, на родине Ленина. Народный губернатор, народный мэр – это про них, про наших товарищей. Выборы – важный шанс обновить власть. Это возможность создать новый, самый широкий красный пояс России. Пояс развития, справедливости, пояс патриотизма и дружбы народов. Тяжело решать проблемы, которые копились годами. Особенно, если партия власти бездействует и даже мешает. Но коммунисты умеют справляться с сопротивлением бюрократии и олигархии, защищать интересы трудового народа. Эти выборы проходят в судьбоносное время. У войны хищного Запада против России особый смысл. Он взялся безжалостно прополоть глобальное поле и уничтожить любые ростки справедливости и независимости. Наша страна – главная мишень. На Россию сыплются удары и военные, и экономические. Идет настоящая информационная война. Решено довершить начатое при Горбачеве и Ельцине дело уничтожения русского мира. Идет борьба, да еще какая. О таких сражениях говорят не на жизнь, а на смерть. Но никакой враг не сломит тех, кто сплочен, умен и решителен. Советский Союз был самодостаточен и потому успешен. Такой мы должны сделать и нашу любимую Россию, вооружить ее броней экономической мощи, лучшей социальной системой, великой наукой, прекрасным образованием, здравоохранением, высокой культурой и идеологией справедливости и братства народов. Наши отцы и деды знали, как это делать, и потому перемололи все армии фашистской Европы, выстояли даже тогда, когда шансов, казалось, просто уже не было. Они решительно ковали победу своими руками и талантами, ратными подвигами и героическим трудом, верностью великим идеалам. Совершить чудо им помогли советский строй и ленинско-сталинская модернизация. Мы наследники их величия. Мы обязаны помнить и понимать суть их побед. Нужно освоить их выдающийся опыт, чтобы вновь побеждать. Нам не по пути с теми, кто готовит предательские уступки имперскому Западу. Колебания и раздвоенность власти – путь пропасть к поражению. Нашей Родине необходим другой путь. Путь победы, путь верности лучшим идеалам справедливости и гуманизма, путь социалистического созидания. Россию спасет великое наследие 17-го и 45-го. На этих выборах наши товарищи вновь проходят через угрозы, давление и провокации. Рассматриваем это не только как нарушение правовых норм и законов совести. Это злобная попытка насильно удержать страну в болотной гнили лихих 90-х. Справиться с ними внутри страны значит проложить путь к успехам мирового значения.
Твой голос за КПРФ – это удар по партии поражения. Это поддержка тех, кому нужен не циничный торг, а уверенная победа. Поддержать КПРФ значит указать свое место капитулянтам, изменникам и двуличной олигархии. Курс КПРФ – победа России. Победе через народовластие и справедливость. Торжество справедливости – это победа каждого.